Ички иштер министрлик коомдук кеңештин төрагасы Даутов Ялкунмун. Ички иштер министрлик коомдук кеңештин мүчөлөрү Байгубат Улкан Жумашевна, Маралбу Бианки. Силерге атайын биз 1,5 айдын ичинде ушундай акцияларды өткөрүп, ички иштерибиздин кызматкерлери постто турган, чоң постто турган кызматкерлерге жардам көрсөтүү максатында маскаларды таратып, сиздерди таратып, тамак аштарды уюштуруп, сууларды уюштуруп, 1,5 айдын ичинде чоң демилге менен ошол иштерди жасап атабыз. Жалпы бүт ички иштерибиз кызматкерлерине чоң рахмат айткыбыз келет. Эртеңден баштап посттор, көп посттор жабылат шаардын ичинде. Силер күнү түнү иштеп атасыңар. Биз анын баары көрүп атабыз. Коомчулукта көрүп атат. Силерге чоң рахмат таазим айткым келет да. Анан ошо кичинекей мындай силерге бул суу алыңыздар. Рахмат. Бул силерге. Эми ошондой кыдырып ар бир постторго Бишкекте Чүй облусунда мына Улкан Жумашевна баарыбыз болуп, сууну, маскаларды Даутов Ялкун, председатель Общественного совета МВД, член антикоррупционного совета при правительстве Кыргызской республики. С моментом введения чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения на территории Кыргызской республики, в частности в городе Бишкек, введение ЧС и ЧП, Общественным советом МВД проведена очень большая работа. Сегодня, 30 апреля, мы можем с уверенностью констатировать следующий факт, что члены Общественного совета МВД понимают трудность и сложность работы сотрудников органов внутренних дел, которые находятся в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность граждан Кыргызской республики по нераспространению коронавирусной инфекции на территории города Бишкек и Кыргызской республики, оценивая и поддерживая усилия органов внутренних дел, проводят масштабные акции по поддержке сотрудников органов внутренних дел, обеспечивая безопасность на постах города Бишкек и Чуйской области. За это время членами Общественного совета МВД при поддержке меценатов была проведена следующая работа. Член Общественного совета МВД Байгубат Улкан Жумашевна, председатель Общественного совета Даутов Ялкун Умаржанович и член Общественного совета МВД Маралбу Бианки, подняв свою инициативу, организовали полностью поездку по всем постам города Бишкек и практически Чуйской области. На постах было роздано маски, антисептики, СИЗы, напитки, частично питание. На сегодняшний день Общественный совет МВД обеспечил масками более 1000 штук, было роздано масок. Питание организовано совместно со спонсорами на 200 человек, которые обеспечили посты. Это не только сотрудники органов внутренних дел, это также сотрудники военные сотрудники, которые обеспечивают безопасность на постах. Помимо этого, обеспечение было и напитками более 1000 литров. Сегодня мы также обеспечили антисептиками и помимо этого масками сотрудников, которые обеспечивают безопасность на постах. Необходимо отметить, что только вместе, только сообща, только поддерживая усилия президента, усилия государства по предотвращению коронавирусной инфекции, мы сможем добиться успеха. Мы видим результаты. Сегодня, 30 апреля, сотрудники органов внутренних дел, находясь на передовой, обеспечивая безопасность граждан, подвергая себе риску заболевания коронавирусной инфекцией, исполняет свой труд, свое дело на высоком уровне. И мы, члены Общественного совета МВД, выражаем им большую благодарность всем сотрудникам органов внутренних дел. Они работают во благо государства, во благо обеспечения безопасности. И мы будем продолжать данные акции, будем оказывать помощь всем сотрудникам органов внутренних дел. Также хотел бы обратиться и попросить всех неравнодушных граждан оказывать помощь и содействие. Сегодня мы должны объединиться, и мы тогда достигнем результата. Также хотел бы сказать, что сотрудники, задействованные во время ЧС и ЧП, должны получать нормальную заработную плату и компенсацию. Это важный аспект. Третий оклад, предусмотренным постановлением правительства, должен выплатиться всем сотрудникам. Это на сегодняшний день очень важная и больная тема. Я думаю, что в этом отношении власти предпримут
определенные действия, и все финансовые выплаты будут выплачены. Члены Общессовета МВД просим правительство, просим соответствующие финансовые структуры, Минфин, произвести оплату. Сотрудники подвергали себе опасности, и они должны получать, как и все, так же, как и медики, соответствующую компенсацию за свою службу.